У христиан в Библии говорится, что Всевышний Создатель решил объединить народы, дал один язык. Был ли этот язык на самом деле? Вопрос риторический. Здравствуйте, друзья! Ну, это небольшая вводная. Давайте сегодня поговорим о том, какое влияние оказал казахский язык на формирование и развитие европейских языков. Ну, наверное, сегодня начнем с того языка, который я немножко разбираюсь, знаю. Английский язык, да? Ну, вот кто-то скажет, до английского языка уже добрались. Вот что вы нам тут рассказываете. Я уже говорил, каким образом английский, казахский язык начал оказывать влияние на формирование европейских, ну, в частности, английский. Сегодня мы про английский поговорим. Дело в том, что было много переселений народов, массовых, 6, 8, некоторые ученые говорят, даже свыше 10, то есть это массовые, несколько миллионов, там, это огромные массы людей из Центральной Азии, из Казахстана переходили в Европу, в том числе и на Британские острова. Поэтому большое влияние оказали казахский язык на формирование, допустим, английского языка. Ну, как, с какими племенами? Ну, я не буду до нашей эры начинать, там это, мы не будем углубляться. Вот с кельтами я делал передачу, казахо-кельтскими племенами. Это около 2500 лет назад. С гуннами, это казахские племена нашего великого полководца Адиля и Едиля. Они пришли освобождать Европу от владычества Рима, помогли Европе освободиться, хотя сами и создали 1000 лет до этого. Ну, когда он начал тормозить Рим, развитие, они пришли освобождать. С такими племенами в IV веке, да, нашей эры, англы, саксы, юты, юзы, скорее всего, они тоже пришли с гуннами, сейчас есть такое мнение, это были, скорее всего, тоже казахские племена. Много слов пришло в X, в XI, много слов и влияние оказал на формирование английского языка. На Британские острова пришли в XI веке. В X-XI веке кто принесли? Как вы думаете, кто? Викинги. Викинги, да, это тоже, по всей видимости, тоже относится к казахским племенам. Мы еще поговорим об этом, вы много еще интересного узнаете. Ну, не буду, наверное, рассказывать, чтобы было потом неинтересно. Поэтому... Почему, допустим, кто-то скажет, ну почему, наверное, английский на казахский повлиял, а не наоборот? Нет, по праву старшинству казахский является одним из самых древних на земле, а возможно самым древним. Тогда как английский считается довольно молодым языком, ну относительно, конечно. Ну, допустим, такой вот казахско-шумерская цивилизация, которая возраст оценивается 8-9 тысяч лет назад, они разговаривали на древнеказахском. Это переселенцы, Междуречье, Ближний Восток из Центральной Азии. Вот наш известный ученый Олжас Сулейменов доказал это. Поэтому казахо-шумерская цивилизация считается не самая древняя, которую создали казахские переселенцы. Да? Поэтому много влияния, большое влияние оказал на сформирование, развитие английского языка, казахский язык. Сколько? Поэтому английский язык, которым... Поэтому... Английский язык считается, относится к германской группе языков, да? Ну, конечно, я не смогу в 2 маленьких передачах там, или в 3, там, я не знаю, как получится, все влияние описать казахского языка на английский. Мы только, как говорится, край коснемся небольшой темы. Как говорится, вершину только айсберга коснемся. Итак, давайте. Вот фонетики, да? То есть... Мы видим, что практически одинаковое количество согласных звуков и в английском. В английском 24 буквы согласных, в казахском 25. И это непростое совпадение. Кстати, такого не бывало другими языками. Дальше. Абсолютно одинаковый переход сказуемого и существительного в казахском и в английском языке. При помощи суффиксов. То есть переход при помощи суффиксов. В английском при помощи суффикса er, or. В казахском языке ш. Ну, приведу пример такой. To teach – это учить, сказуемо, teacher, и r прибавил, учитель. To write – писать, writer – писатель. Да? Сравним давайте с казахским формированием из существительного, из сказуемого в существительное. Да? Охоту – учить, охотоше
учитель. Жазу – писать, жазуша – это писатель, да? Дальше. Влияние казахского языка на английский. Абсолютно одинаковое формирование предложений в английском и в казахском языке. Ну, в чем эта одинаковость? Дело в том, что и в английском, и в казахском языке подлежащее ставится в начале предложения, а сказуемое ставится в конце предложения. Да? Ну и так далее. Тут много примеров. Я не буду все показывать, рассказывать. Вы понимаете, что это все совпадения, это не случайность. Это и есть вот как раз влияние казахского языка на английский. Да? Конец первой части. Во второй части я расскажу о словах, которые перешли из казахского языка в английский язык. Будет очень интересно. Смотрите.